Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Джаркамбаю Азбеку Долузбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, позиция немного отличается от того, что было представлено. Я могу ее зачитать полностью или вкратце? Мне вкратце, пожалуйста. По предмету рассмотрения, то есть прежде всего хотелось бы отметить, что предметом рассмотрения в данном деле, как вы уже правильно сказали, является не конкретное уголовное дело, а конституционный смысл оспариваемых норм в их общем нормативном содержании. Да. То есть в центре внимания соотношение принципа правовой определенности и конституционной гарантии презумпции невиновности, закрепленной в статье 57 Конституции Кыргызской Республики. Отношение преюдиции, допустимости преюдиции, мы исходим из того, что преюдиция как процессуальный институт сама по себе Конституции не противоречит. Она направлена на устойчивость судебных решений и процессуальную экономию, известна как национальному праву, так и зарубежным правопорядкам. Поэтому утверждение о неконституционности статьи 95 УПК Кыргызской Республики в абстрактном нормативном смысле не является, безусловно, обоснованным. Конституционный предел презумпции невиновности. Надо отметить, что преюдиция при этом имеет свои конституционные пределы. Презумпция невиновности носит персональный характер и означает, что виновность каждого лица должна устанавливаться исключительно в рамках уголовного дела в отношении этого лица. Следовательно, преюдиция не может использоваться как механизм автоматического переноса выводов о виновности, роли или степени участия одного лица на другое. Относительно особого порядка, данный вопрос, наиболее чувствительный аспект, связан с приговорами, вынесенными в порядке соглашения о признании вины по статьям 504 УПК Кыргызской Республики. Такие приговоры являются законными судебными актами, однако по своей природе они выносятся без полного и состязательного исследования доказательств и представляют собой процессуальный компромисс. С точки зрения конституционных стандартов и сравнительного права, их последствия должны носить строго персональный характер и не могут обладать преюдициальной силой в отношении иных лиц. Право на судебную защиту предполагает, что суд по каждому делу обязан самостоятельно и полно исследовать доказательства. Применение преюдиции, таким образом, при котором суд связан выводами, сформированными в отношении другого лица, противоречит этому конституционному требованию. Исходя из изложенного, мы полагаем, что части 1 и 3 статьи 95 УПК Кыргызской Республики не противоречат Конституции Кыргызской Республики в целом. Однако их конституционно допустимый смысл предполагает, что преюдиция не распространяется на установление виновности и роли иных лиц. Приговоры, вынесенные в порядке статей 500-504 УПК КР, не имеют преюдициальной цели в отношении других обвиняемых. Суд сохраняет обязанность самостоятельного доказывания по каждому делу. И мы считаем, что оптимальным решением по настоящему делу является ограничительное конституционное правовое истолкование статьи 95 УПК, позволяющее сохранить институт преюдиции и одновременно обеспечить соблюдение конституционных гарантий, либо внесение соответствующих поправок, как, по примеру, Российской Федерации, Казахстана, в части того, что конкретизация в части того, что приговоры, вынесенные в особом порядке, не имеют преюдициальной силы. Понятно. Уважаемые